Akşam hayır olsun saygılı dostlar. Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас второе уните и первый урок второго уните. На самом деле уже второй урок. Я думаю, что вы можете, вам не сложно, вернее, работать по этой системе. Думаю, у вас получается, но вы почему-то очень мало активны в группе. Хотелось бы, чтобы вы писали, читали, делились чем-то. Итак, на прошлом уроке мы с вами прошли алфавит, помните, да? Говорили о буквах, о вокалах и консонах, да? И говорили о гармонии гласных. Это золотое правило тюркских языков. Гармония гласных. И мы с вами научились, как ставить вопрос, как спрашивать правильно. Как спрашивать. Значит, мы спрашиваем при помощи частиц мы, ми, му, мю. Вспомнили, да, друзья? Например, вспомним. И я говорю, а вы пишете, или же сразу же там где-то отмечаете, или же просто говорите, как будет правильно. До меня пытаетесь говорить, друзья. Небу. Что это? Сокак? Мы, да, друзья? Мы. Сокак мы. Что это? Это улица. То есть мы спрашиваем про улицу. Поэтому после слова улица мы идет. Аффикс мы. Топ. Му. Вспомним, да? О. Если у нас в слове о, то в вопросе будет му, да? Дудакланан. Вот губная гармония, да, друзья? Губная. Топ му. Видите? Губы у нас вперед идут, да? А тут как мы. Если то мы пишем, да? Bu ördek мягкий вокал, да? Видите? Вот bu ördek ми будет, да? Ördek ми. И тут еще вот тоже мягкое. Bu küpe ми. Küpe ми. Тоже аффикс ми. Значит, топ это мяч. Мяч, запишите. Улица. Это мяч. Это утка. Это сережка. Серьга. Да, серьга. Это сережка. Букюпеми. Идемте дальше. И мы с вами еще проходили множественное число. Вспомним. В русском языке оно например, книга, книги, дом, дома, парты, столы и так далее, да? А в гагаузском языке при помощи аффиксов лар, ляр, нар, няр. И от чего зависит это? Опять же от гармонии гласных. Кыз, кызлар, да? И у нас твердое согласное, поэтому будет аффикс лар, аффикс лар. Да. Чоджук, чоджук. Правильно, я словно вас слышу. Чоджуклар. А вот тут обратите внимание. Гелин. И вспомним, если слово заканчивается на «не», то идет аффикс «нар». То есть аффикс начинается с буквой «не», да? У нас получается два «н» рядышком. Гелин. И мягкие гласные у нас гелинер. Гелинер, невесты. Чоджук, мальчик. Мальчики. Кыз. Девочка. Девочки. Мальчик. Мальчики. Гелин. Невеста. Гелинер. Невесты. Япрак. 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 Лар. Правильно. Лар. Япраклар. Ekmek. Ekmek.
Ляр. Помните, да? У нас мягкая гласная и ляр аффикс. Одун, нар. Нар, потому что слово заканчивается с буквой Н. Язаллар. Л одно есть, и тут еще в аффиксе Л, два Л рядом получается. Язаллар, ручки. Экмек, хлеб. Япрак, лист, листок. Одун, дрова. Полено, одуннар, дрова. Язал, ручка. Язаллар, ручки. Пишем, да, друзья? Сопа. Гласная А, аффикс лар. Топрак, лар. Почва. Сопа. Что у нас означает сопа? Сопа это палка. Палка, друзья. Палка, которой можно подставить куда-то или ударить кого-то, но бить никого не нужно. Да. Сопа. Сопалар. Топраклар. Пармак. Палец. Пармаклар. Как обычно, да? Лар. Мягкое елек. Елеклер. Елек. Сито. Сито, через которое мы муку просеиваем, да? Düdükler. Мягкое, да? Форум. Заимствованное слово. Форумнар. Смотрите, слово заканчивается на м, и у нас аффикс начинается на букву н. Значит, после м и н, если корень слова заканчивается с буквой н и м, у нас аффикс начинается с буквой н. От чего зависит рядышком буква? От гармонии гласных в этом слове. Но мы смотрим в заимствованных словах, мы смотрим на последний слог, на последний вокал. Форумнар. И вот здесь обратите внимание, инженер, тоже заимствованное слово, но несмотря на это, тут все мягкие гласные, поэтому даже не думаем, инженер будет, да, будет мягкий аффикс. Я думаю, вы тут поняли, друзья. Идемте дальше. Вот вопросы, которые мы уже знаем, друзья. Нереде. Напишите, пожалуйста, сверху. Нереде. Где? Нерели. Откуда? Откуда человек? Нерели. Откуда? Насл. Как? И еще вариант есть ниже. Насл или ниже. Это означает как. Не сой. Каким способом? Как? Не сой. Не. Что? Ким? Кто? Nasılsın? Как ты? Как дела? Nasılsın? Как ты? Мы в текстах проходили на прошлом уроке. Kaç? Kaç? Сколько? Kaç? Dostlar, yeni temamız var, yok laflarını nasıl kullanacağız? Есть. Нет. Nerede? Где? Kimde? У кого? Nerede? Где? Kimde? У кого? Birlikte okuyarız dostlar. Birlikte okuyarız. Benimle beraber okuyarız. Evde kim var? Evde kim var? Nerede? Где? Дома кто есть? Кто дома есть? Var есть. Ким, кто, помним, да?
Evde, дома. Где? Nerede? Evde. Evde kim var? Evde kızlar var. Вместо ким мы написали кызлар. И у нас получилось предложение, ответ. Evde kızlar var. В доме, дома есть девушки или же девочки. Дальше. Sofrada kaşık var mı? Обратите внимание, мы используем, спрашиваем, есть ли на столе ложки есть? На столе ложки есть? Nerede? Где? На столе. Sofrada. Sofrada. Kaşık, ложка. Sofrada kaşık var mı? Cevap. Sofrada kaşık yok. Sofrada kaşık yok. На столе ложек нет. Ложки нет. Sofrada kaşık yok. На столе ложки нет. Sofra, стол, корень слова софра плюс аффикс да. Sofrada. Nerede? Где? Nerede? Evde. Nerede? Evde. Друзья, обратите внимание. Ев пишется с буквой Е, поэтому у нас аффикс де. Nerede? Даже в вопросе, видите, повторяется аффикс. Nerede? Evde. А тут уже твердые гласные. Софра. Софрада. На столе. Софрада. Вспомним софра, гагаузский столик. Круглый столик. Ушак nerede? Ушак nerede? Ребенок где? Ушак sokakta. Sokakta. Тут уже аффикс та, да, друзья? Тут был да, де, от гармонии гласных, в зависимости от гармонии гласных. Тут та, sokakta. К у нас глухая согласная, после глухой согласной. Аффикс начинается с глухой согласной. Sokakta. Ну, там ниже мы еще посмотрим это правило. Но гармония гласных работает, да? Sokakta. Yazal kimde? Ручка у кого? Yazal kimde? Yazal Anku'da. Девушку зовут Анку. Анку. Anku'da. У Анки. Anku kızın adı. Yazal Anku'da. Гармония гласных. Vokal гармониясы. Görüyorsunuz burada. Var. Ona göre U, A ile biter. Lafın içinde A, U bukvaları var. Ona göre afiks da. A geldi. A afiks geldi. Aklımıza getirdik mi temayı? Birazcık anladık mı daha doğrusu yeni temayı? Şimdi dostlar ben okuyorum. Siz savaşırsınız anlamaya. Hem de benimle birlikte okuyarsınız. Bunu birazcık büyütelim. Ta sizler göreysiniz de yine. Şimdi ne diyoruz burada? Oku. Читай. Neresi burası? Где это? Здесь где? Neresi burası? Где это? Dostlar daha önce de sizinle geçtik. Yukarıda şimdi anlattık. Eğer lafın içinde nerede, kimde verilen soruşlarda lafın içinde kalın vokallar varsa
Afikse da gelecek. Nerede? Sokakta. Eğer lafımızda ince vokallar varsa D gelecek. Nerede? Evde. Вот как тут, друзья, да? Evde мягкие гласные. Sofrada твердые гласные. Аффикс да. Тут аффикс de. Поняли, да, друзья? Sanırım hani anladınız beni. Birlikte okuyalım. Zaman hayır olsun. Benim adım Todi. Burası benim odam. Burada var resimler. Resimler. Dolaplar. Pala. Yatak. Çekmeceler. Burası aydınlık. Burası aydınlık. Svetlo. Evde 4 oda var. Odalarda kapılar, pencereler, yataklar, palalar, televizor, kompüter, divanlar, masalar, skemneler var. Evde geniş kufnemiz var. Dostlar sizde iyi yazıyor. Kufne yazacağız buraya. Kimi rayonlarda kufni, Balkaneş rayonunda, Balboka'da, hem başka köylerde kufni, kimi köylerde kufne. Sözlükte bu sözümüzü bulamadım. Sözlükte yok. Ona göre daha çok kufne kullanılır. Ona göre kufnemiz deriz. Kufne, kuhnya. Orada gaz plitası, buzdolabı, hem dolaplar var. Masa, hem skemneler. Şimdi kufnede uşaklar yok. Onlar odada. Benim var batüm. Onun adı Koli. Var kakum. Onun adı Sanda. Babamın adı Koli. Babam şimdi evde yok. O sokakta. Anam içeride. O dinlenir. Dostlar hep birlikte okuyoruz hem çeviriyoruz. Zaman hayır olsun. Здравствуй. Здравствуйте. Benim adım Тоди. Пишем перевод, друзья. Меня зовут Тоди или мое имя Тоди. Burası benim odam. Здесь моя комната. Odam, моя комната. Benim odam, моя комната. Корень слова ода, комната.
Burada var resimler. Множественное число, да, друзья? Здесь есть картины. Нер, да, друзья? Resimler. Вспомнили? Слово заканчивается на м, мягкие гласные. Resimler. Dolaplar. Pala. Ковер. Dolaplar. Шкафы. Yatak. Кровать. Oyuncaklar. Игрушки. Слово oyuncak. Корень слова игрушка. И лар игрушки. Çekmeceler. Шкафы. Как называется? Çekmeceler по-русски, как будет правильно? Выдвижные шкафы или как вот то, что снимаем и ставим там, можно ставить белье, можно ставить другую мелочь. Дальше. Burası aydınlık. Здесь светло. Aydınlık, светло. Много света. Aydın. Aydın, светлый. Ай, луна. Вспомнили, да, друзья? Ай, луна. Aydınlık, светло. Evde 4 oda var. Дома есть, в доме есть 4 комнаты. В доме есть 4 комнаты. Есть var. Odalarda kapılar, pencereler, yataklar. Переводим. В комнатах двери. Капу, дверь, да, друзья? Сразу же лар убираем, получается корень слова капу. Капу, дверь, капулар, двери. Pencereler, окна. Yataklar, постели, диваны. Palalar, ковры. Televizor, компьютер. Divanlar, диваны. Masalar, столы. Скемнелер, стулья. Скемнелер, стулья. Var, есть, да? Evde geniş kufnemiz var. В доме есть большая, просторная, гениш, просторная, широкая, просторная. Кухня, кухня есть. В доме есть просторная кухня. Odada gaz плитасы. Orada. Там газовая плита. Газ плитасы. Газовая плита. Buzdolabı. Холодильник. Hem dolaplar var. И шкафы есть. Те masa hem скемнелер. Вот те. Вот стол и стулья. Şimdi kufnede uşak yok. Сейчас в кухне детей нет. Друзья, где в кухне? Нереде? Кухнеде. Вот аффикс, вот слово, корень слова. Вспомнили, да? Сегодняшняя тема. Onlar odada. Они в комнате. Где? Нереде? Odada. Вот ода корень слова. И да аффикс. По гармонии гласных, да, друзья? Odada. Они в комнате. Где? Nereде? Odada. Nereде? Kufnede. Дальше. Benim var батюм. У меня есть брат. Батю. Батю. Брат. Benim батюм. Мой брат. Мой брат. Benim
Батюм. Вот мы присоединяется. Эта тема будем проходить дальше. Onun adı Коли. Его зовут Коли. Var какум. Тут какум с маленькой буквы, друзья. Есть сестра. Старшая сестра. Каку. Какум. Беним. Какум. Да, друзья? Benim Батюм. Benim какум. Onun adı Санда. Ее зовут Санда. Помните, друзья, я говорила, что в гагаузском языке нет родов? Вот, пожалуйста, парня зовут Коли, onun его, и ее зовут Санда, тоже onun, потому что в гагаузском языке нет родов. О – это значит она, он, оно. Понятно, да, друзья? Babamın adı Коли. Отца зовут Коли. Еще и отца зовут Коли. Тут два имени. И сына, и папу зовут Коли. Но ничего, бывает, в гагаузах распространено, да, друзья? Хорошо. Babam şimdi evde yok. Babam şimdi evde yok. Отца сейчас дома нет. Nerede? Evde. Yok, нет. O sokakta. Nerede? Sokakta. На улице. Он на улице. Anam içeride. Мама внутри, в комнате, в доме. İçeride, в доме, в комнате. İçer и ода, друзья, это синонимы слова. İçeride, в комнате, внутри, во внутренней стороне, во внутренней части, можно сказать, да? İçeride. O dinlenir. Она отдыхает. Она. Он на улице. Она отдыхает. Да, друзья? Dinlenir. Отдыхает. Новый глагол. Да, друзья? Отметьте, пожалуйста. Идемте дальше. Yukarıdaki tekste göre cevap verin. Neresi burası? Тут вопросы, друзья. Я вас очень попрошу вот тут написать ответы. Neresi burası? Где это? Нужно найти. Bu benim odam, да, друзья? Находите, пожалуйста, ответы и пишите. Burada ne var? Что тут есть? Evde kaç oda var? В доме или дома сколько комнат есть? Ne var odalarda? Что есть в комнатах? Кухнеде не var? Кухнеде. Исправили, да? Что есть в кухне? Babanın adı ne soy? Отца как зовут? O nerede? Где он? Она nerede? Ne yapar? Где мама? Что делает? Вот вам второй глагол. Что делает? Отдыхает. Друзья, я вас попрошу написать ответы, а я сегодня посмотрю в Facebook и сделаю так, что вы могли kolay olsun paylaşma материалы, то есть как будет на русском пайлашмак, поделились домашним заданием, друзья. Поняли, да? Я вас очень прошу, нулевики, очень прошу вас, поработаем. Идемте дальше. Вот dil bilgisi. Nerede, kimde? Только что мы говорили, я вам уже чуть выше объяснила, тут еще раз объясняем. Kızlar nerede? Kızlar evde. Nerede? Где? Evde. Видите? И де. Аффикс де. Где? Друзья, посмотрите, вот даже вот вам помогает вопрос. Nerede? Evde. Где? Дома.
Kimde? У кого? Сейчас найдем тут внизу ответ на kimde, у кого. Идемте дальше. Dolap nerede? Где шкаф? Шкаф где? Dolap kufnede. Dolap kufnede. Шкаф в кухне. Вот последнее значит будет да, друзья? Тут гармония гласных не работает. У и да, в корне слова. У гармония не работает правильно, потому что не тюркское слово, слово заимствованное от слова кухня, от немецкого ли, от французского ли, не знаю уж от какого оно заимствовано, посредством русского языка заимствовано в наш язык, да, друзья? Хорошо. Идемте дальше. Поняли, да? Гармония гласных везде работает, не забываем о гармонии гласных. Uzun kum nerede? Uzun kum nerede? Uzun kum Varna'da, Bulgarияда. Друзья, может, вы даже не знаете, на гагаузском Uzun kum это в Болгарии пляж Златы Пясцы. Златы Пясцы на гагаузском Uzun kum. Название есть. И знаете, почему есть на гагаузском? Потому что там живут гагаузы. Поэтому есть название такое на гагаузском, чтобы вы знали. Uzun kum называется Златопясцы в Болгарии. Почему Uzun kum сказали? Потому что длинный пляж песчаной, да? Uzun длинный, кум песок. Nerede? Uzun kum nerede? Uzun kum Varna'da. Bulgarияда. Пожалуйста. Где? Nerede? Varna'da. Bulgarияда. Понятно. Автобус nerede? Автобус sokakta. Пожалуйста. То же самое. Sokakta. Тут аффикс «та». Обратите внимание. Не «да». Bulgarияда. Varna'da. Тут аффикс «та». Идемте дальше. Yazal kimde? Yazal kimde? Yazal Todi'de. Todi'de. Тоди. Гармония гласных меняет. Нет гармонии гласных в этом слове, потому что это личное имя. Там есть о и и, но благодаря вот этому и мы ставим аффикс де. Todi'de. Kimde çanta? Çanta Ленa'да. У кого сумка? Сумка у Лены. Kimde? Вот там вопрос был вверху. Kimde? Ленa'да. У кого сумка? У Лены. Kimde? Телефон? Телефон Колиде. То же самая ситуация, друзья. И вот сейчас посмотрим, почему та. Иногда та, те, а иногда да, де, да? Вот. Eğer lafımız Ç, F, H, K, P, S, Ş, T bukvasından biterse ta ya da te eki gelecek. Başka sessiz bukvalarla biterse da ya da de gelecek. Da ya da de. D ile bitecektir dostlar. Şimdi anladık mı dostlar? Есть звонкие гласные и есть глухие гласные. Если наше слово заканчивается на глухое гласное, согласное, например, сокак, сокакта, глухое согласное и глухой аффикс, сокакта. Звонкое согласное и звонкий аффикс получается. Вот, например, kimde. Вот, kimde. М звонкое и аффикс де тоже звонкий. Поняли, друзья? Вот так будем работать. Да тут на английском. İngilizce var burada dostlar. Kim anlamadı? İngilizce okusun. Şimdi dostlar bir yerde çalışırız, yazarız bir yerde.
Boşlukları doldurun. Boşlukları doldurun. Çocuklar nerede? Çocuklar aul. Ne yazacağız buraya dostlar? Çocuklar avulda. Avulda. Nerede? Bakın dostlar. A, U ikisi de ses kalın vokal olduğu için afiksimiz da olacak dostlar. Ben şimdi yazıyorum burayı. Siz de mutlak yazın oraya. Avulda. Ötesini kendiniz yazmaya savaşın. Bu kurallara göre, bugün geçtiğimiz kurallara göre сами пишите, друзья, я вам объяснила только что вверху на сегодняшнем уроке. Пожалуйста, напишите сами, где что находится, у кого что находится при помощи аффикса да, или же та, те. Вспомним, если слово заканчивается на глухую гласную, согласную, то аффикс тоже начинается с глухой согласной. Понятно, да, друзья? Kimde, kağıt kimde, kniga у кого, kağıt üretici todur. Написали сами, да? Kimde kağıt? Kağıt, книга у учителя Федора, да? Книга у учителя Федора. Симу nerede? Где Симу? Где Симу? Симу park. Nerede? Yazdık mı? Yazdık. Nerede? Bakın nasıl bitiyor. Park. Sessiz. Bakın. Park. Ta gelecek sonuna. Глухая согласная. И глухой аффикс начинается. Да, друзья? Дальше. Газета kimde? Газета Kızlar. Звонкая. И Kızlar. Да-да-да-дам. Yazdık mı? Кызлар, да, Кызлар, да. Написали, молодцы, друзья. Пожалуйста, напишите, сфотографируйте и дайте. От руки напишите, сфотографируйте и дайте правильный ответ, друзья. Хорошо? Чтоб все видели ваши успехи. И не только в группе, да и в своей страничке тоже дайте, чтобы видели, друзья, что вы занимаетесь красивым, благородным делом, изучаете язык. Читаем дальше. Okuyoruz dostlar. Okuyun. Мали odada mı? Вот вопрос. Повторяем, да, друзья? Odada мы. Вспомним опять же. Рядышком все гласные твердые. И у нас аффикс тоже твердый. Вопрос. Odada mı? Да. Мали odada. Другой вопрос. Ответ. Мали yok odada. Да. Бабушка в комнате. Где? В комнате. Nerede? Odada. И второй. Мали yok odada. Бабушки нет в комнате. Нет, yok, нет. Ekmek uşakta mı? Хлеб у ребенка. Ушак, корень слова. Глухая, согласная и аффикс глухой. Та ушакта мı? Elbet ekmek uşakta. Да, конечно. Хлеб у ребенка. Ekmek değil uşakta. Вот другой еще ответ. Хлеб не у ребенка. Değil, не. Отрицательные, друзья. Yok, нет. Бабушки нет в комнате. Ekmek değil uşakta. Хлеб не у ребенка. Пожалуйста, uşakta, да? Boşlukları doldurun. Пожалуйста, это ваше домашнее задание. Yazal çantada мы. Я вам вот вопрос. Если есть вопрос, там должен обязательно мы, ми, му, мю быть, да, друзья? Поэтому тут еще плюс аффикс ставим. В сумке. Ручка в сумке. Еще и вопрос аффикс. Тут, то есть у нас две частицы будем ставить. Yazal çantada мы. И ответ. Да, çantada. Или же можете дать полный ответ. Да,
Я зал чантада. Все поняли, друзья? Аул это двор. Вспомните. Офис это офис. Пали это собачка. Сокак улица. Чичекляр. Тут ошибка. Чичекляр. Буква Э будет туда. Вот она. Сейчас мы ее скопируем и вставим. Чичекляр. Друзья, мой диалект, в моем диалекте, нет этой буквы и нет этого звука, поэтому я иногда могу ошибаться и могу плохо произнести этот звук, но знаете, когда голова идет в свой вулканический район, то могу сказать чичекляр. Да? Чичекляр. Чичекляр dışarıda mı, да? Dışarıda. Dışarıда, друзья, это на улице, во дворе. То есть не внутри, а снаружи. Dışarıda, снаружи. Sokak, улица, yok. Нет, elbet, да, конечно. Все понятно, да? Жду ваше это домашнее задание, друзья. Посмотрим, кто как работает. Идемте дальше. Друзья, в конце будут сертификаты, что вы изучали гагаузский язык от общественной организации «Мирас», который работает по защите и развитию языка гагаузского. Поэтому, пожалуйста, будем более такие работоспособные. Не спать на уроках, слушать внимательно, писать, не лежать, а сидеть за столом с ручкой, с тетрадью, чтобы у вас все получалось. Да, Ольга? Пишем, работаем, заучиваем слова. Дальше идем. Йок, вар, йок, есть, нет. Дальше, выше у нас были уже примеры. Evde ekmek var. Дома хлеб есть. Повторяем. Evde ekmek var. И отрицательные. Evde ekmek yok. Дома хлеба нет. Evde ekmek var. Evde ekmek yok. Дальше. Okulda öğrenici var. Я да. Школада. У нас два слова, друзья. Я больше расположена к школе, но у нас уже в школе уже говорят, больше используется слово окул, поэтому я использую и это слово. А какое возьмет гражданство? Какое слово возьмет гражданство, примет гражданство? Покажет время, друзья. Мы не вправе сказать, что вот оно, вот это слово должно использоваться. Мы просто предлагаем языковеды, а потребители, люди, которые используют язык, они сами выбирают, какое слово будет идти дальше, примет гражданство. Хорошо. Okulda öğrenici var. Okulda öğrenici yok. Var, есть, yok, нет. В школе учеников нет. Okulda öğrenici var. Тут öğrenici как единственное число показано, но можно сказать и как множественное число, как мы говорим, toplandı insan. Да? Meydanda insan toplandı. Тут оно инсан в единственном числе, но на самом деле и в множественном числе можно сказать. Тут как раз тот же самый случай, друзья. Друзья гагауза меня поняли. Ладно. Masada sözlük var mı? Var. На столе есть словарь? Есть. Ahırda inekler var mı? Yok. Ahırda inekler var mı?
Yok. Ахыр, друзья, стойло. Где живут, ночуют животные. Ахырда. Вот, пожалуйста, слово ахыр и аффикс да. В стойле. Инекляр, множественное число, да, друзья? Пожалуйста, обратите внимание. Вар, видите? Все слова, все аффиксы. Вот слово и аффикс, да, друзья? Вот он. Он зависит от слова. Тут тоже множественный аффикс зависит от слова. Вот оно. Инек, все мягко и аффикс мягкий. Вармы, вот это мы зависит от рядышком стоящим словом. Вармы. Yok. Cevap. İçeride ne var? Yatak, скемня, masa, диван, hem кресло var. Что есть внутри, то есть в комнате? Кровать, стул, стол, диван и кресло есть. Друзья, пожалуйста, заучиваем слова наизусть, пишем их в отдельный словарь, делаем. Resimde ne var? Resimde ne var? На картине. Что есть на картине, да, друзья? Resimde, resimde. Nerede resimde? Ne var? Что есть? Пишем тут, друзья, что видим. Ne görüyoruz? Yukarıda var laflar. Пишем то, что учили выше. Resimde deniz var mı? Deniz, море, вот он. Еще есть девичье и мальчиковое имя Денис. Денис означает море. У нас есть мальчик Денис в Камрате. Ой, в Чешмекёе. Есть еще Денис в Камрате. Взрослый парень. Resimde deniz var mı? Var. Resimde bulut var mı? Bulut. Bulut, облака. Bulut. Bulut. Var. Пишем, да, друзья? Resimde insan var mı? Insan, человек, kişi. Resimde insan var mı? Yok. Друзья, которые знают больше слов, пожалуйста. Resimde ne var? Песок. Каюк, лодка. Kum, песок. Лодка, каюк. Güneş, да, вот он, güneş, солнце. Эти слова мы проходили, оно у нас есть. Gök, небо. Gök, небо. Пишите, пожалуйста, друзья. Иногда наши гагаузы, вот если делают какие-то комменты в Фейсбуке, вместо буквы G пишут Г. То есть используют молдавскую букву. G у нас очень красивая. Смотрите, какое у нас G. Сейчас найдем, где мы его найдем. G. Да, мы ее сейчас напишем просто. Вот она, G у нас. Джан. Вот она. Пишите, пожалуйста, правильно буквы, друзья. А вот она, кан. Кан пишется, кровь, да? Джан, душа, кан, кровь. Не путайте, пожалуйста, молдавские и гагаузские буквы. А вот она, просто, без никаких шляпок, не как в молдавском, да, друзья? А вот она, с точечкой. Все понятно, друзья, да? И сегодня мы с вами еще проходим, значит, цвета и до 10 считаем. А на следующий урок мы с вами продолжаем наш урок дальше, друзья. Уните второй урок будет у нас. Renkler, цвета. Пожалуйста, ренк, цвет плюс аффикс ляр, цвета. Вы уже сами должны смотреть слово и знать, что оно в множественном числе, друзья. Ляр, да? Ляр, лар, множественный аффикс. Renkler, цвета. Пожалуйста, сары, желтый, да? Кырмызы, красный. Yeşil, зеленый.
Мави, голубой, синий, боз, серый, боз, серый, кара, черный. Биас, белый, я тут оставила место просто, да, белое место. Биас, белый, биас. Обратите внимание, как пишется, друзья. Запоминайте, как пишется правильно. Мор, коричневый. Друзья, некоторые, Камрадский район, Чедрлунский район, босс иногда тянут босс, но у нас оно пишется с одной о. Босс, босс. Ешиль, ешиль. Друзья, по орфографии гагаузского языка ешиль пишется так, но по моему мнению, некоторые слова я пишу йотированные, например, ер, может, вы обратили внимание, вот еди написала, но я его уберу, чтобы вы учили по грамматике, как надо. По-моему, в слове ешель, еди, ени, ер должно быть йотированное, потому что оно есть в этимологии, в корне этимологии, да, этого корня. Но это уже совсем другая тема. Хорошо. Sayılar цифры. Sayılar цифры. 0, 0, 0. 1, 2, 3. Обратите внимание, как пишется Ч. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saygılı dostlar, Gagavuzca bilen dostlarım, laf eden dostlarım, aklınızda kalsın nasıl yazıyoruz. Sizden ben pek çok şey istemiyorum. Sizden Facebook'ta bari birer cümle Gagavuzca yazmanızı, paylaşmanızı isterim. Gagavuz dostlarınız görsün, hani siz ana dilinizde yazarsınız. Ana dilinizi seversiniz. Peki onlara da bulaşacak bu hastalık dostlar. Ben sizden çok istemiyorum. Her gün birer cümle komentleri kendi sayfalarınızda, kendi ana dilinizde yazın. А для нулевичков, пожалуйста, делаем домашнее задание. Делимся в группе и вообще в своей страничке. Пусть люди знают, что вы занимаетесь красивым делом, изучаете свой родной язык или же чужой язык. Да, друзья? Потому что среди нас есть болгары, есть ромы, есть с Германии, есть русские, есть молдаване. Есть люди разные. Пожалуйста, всех нас объединяет любовь к языку. Учимся, работаем. И всего доброго. Встречаемся в субботу. Kalın sağlıcakla. Unutmayın hani dünyada 300 milyon sizi anlayan kişi var. Biz bu dili öğrenirsek bizi 300 milyon kişi anlayacak. 300 milyon değil de ne kadar olacak? 300 milyon 220 kişi mi? Ne kadar? Kaç kişi beni seslerse bilmiyorum. 240 kişi, 250 kişi tazeleneceğiz biz. Ona göre kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. İlin gece size. Şimdi akşam. Öğrenin yeni lafları. Hem de paylaşın yazılarınızı Gagavuzca. Kalın sağlıcakla.